Добрый вечер! Мы ждали нашей встречи в прямом эфире, и поэтому спешим сообщить вам все самое интересное. Большие события происходят в мире культуры и искусства. Красную дорожку в Каннах уже повсеместно обсудили, здесь мы отступим, но об участниках престижного кинофорума обязательно поговорим. К тому же, буквально завтра вечером в Осетии стартует ежегодная акция «Ночь музеев» с множеством сюрпризов и нововведений. Будет возможность расспросить обо всем организаторов. И, наконец, пока в Тель-Авиве определяют лучшую песню вокалиста Европы, мы подготовили свой достойный ответ конкурсантам. Не пропустите это выступление. Да и вообще, не покидайте нас ни на минуту. Ночная прогулка по музеям, театрам и отдельным арт-объектам. Специально подготовленные экспозиции и тематические квесты. Владикавказ уже не первый год присоединяется к международной акции «Ночь музеев». Попробуем приоткрыть завесу тайны. С удовольствием представляю наших гостей. Пресс-секретарь Национального музея республики Олеся Таутиева, а также руководители театрального и художественного музеев Белла Салбиева и Анна Туганна. Алла Туганна. Простите, добрый вечер, дорогие гости. Спасибо, что уделили нам внимание и смогли присоединиться к нашей беседе. Завтра стартует большое, хорошее, массовое, красивое мероприятие. Давайте поговорим о программе. Начнем, пожалуй, с Национального музея, если позволят гости, поскольку когда-то именно это учреждение явилось инициатором акции, проведения акции во Владикавказе и во всей республике. Чем будете удивлять в этом году? 2010 года Национальный музей является участником этой акции. Мы каждый ежегодно проводим Ночь музеев, и в рамках мероприятия у нас бывают различные программы. В рамках программы различные мероприятия. То есть по поводу программы мероприятий можно ознакомиться на нашей странице в Facebook. Если кому-то интересно, можете пройти и ознакомиться. То есть программа мероприятий включает в себя в этом году в соответствии с общим брендом, так сказать, общей тематикой. Это тема «Элементы». То есть она посвящена тому, что в этом году отмечают 150 лет с момента изобретения таблицы Менделеева. Это Генеральная ассамблея ООН приняла эту резолюцию. И в этой связи в этом году тематика Ночи музеев – это элементы. Национальный музей в 10 утра откроет свои двери, и до 12 ночи абсолютно бесплатно любой житель, а также гость республики может посетить все наши мероприятия. Не только в головном отделе, но и во всех наших филиалах городских, а также в рамках всей республики. Наши филиалы, которые находятся в районах. То есть будут концерты классической музыки, также будет дефиле модельного агентства «Айват» и квест-игра «Загадка древней Алании». Приходите, добро пожаловать, двери наши открыты, и будем рады всем гостям и жителям нашей республики. Здорово. Скажите, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. 2019 год объявлен годом театра в России. Как это прослеживается в программе «Ночи музеев», если прослеживается, если предусмотрено что-то специальное? Ну, я так понимаю, что раз вы заговорили о театре, то тогда театральный музей. Ну, в первую очередь я хочу всех сотрудников, коллег своих поздравить с завтрашним днем, потому что это действительно наш праздник. И всех приглашаю, жителей нашего города, да и республики в целом, к нам в театральный музей. Знаете, театральный музей немножко стоит особняком, потому что он такой камерный, он самый молодой из всех музеев. И мы, конечно, стараемся как можно больше и шире показать наше театральное искусство. И прежде всего это касается актеров, режиссеров и многих других представителей театрального искусства. И должна с радостью сказать о том, что, наконец, мы открыли постоянную экспозицию театра Арвайден. Открыли пока для себя, но завтра в 3 часа дня, в 15:00, я приглашаю и вас всех, Алла Кимовна,
Вот. И, конечно, зрителей. Это будет очень интересное действие. В формате постановки, да, у вас? Да, это театральные костюмы, прежде всего, этого театра великолепного, которого, к сожалению, уже нет, и нет человека, который возглавил этот театр, но он настолько был значим, он настолько был интересен и, ну, скажу, авангардным даже, несмотря на то, что он, в общем-то, знаете, на этнографии строился. Кстати, у вас в Национальном музее она провела, Виола Ходова, руководитель этого театра, очень много времени, изучая досконально этнографию рисунка национального. И, конечно, мы должны оставить это в наследие нашим потомкам. И я хочу еще сказать о великолепном художнике, которого, к сожалению, не совсем помнят молодые. Это Георгий Егубов. Алла Акимовна, ты, конечно, знаешь его, да, потому что это великолепный театральный художник, и в какой-то степени я для себя его открыла тоже. Потому что я была с ним знакома, мы собирали материал, мы были у него дома, но то, что я увидела в его эскизах, меня просто поразило. Поэтому, может быть, даже можно сказать, что это забытое немножко имя. И я надеюсь, что с помощью нашей выставки мы покажем этого художника во всем его великолепии. Здорово. Ну, есть еще, конечно, выставки, которые открыты в музее, но они такие уже небольшие, камерные. Ну, которые завтра тоже можно будет пройти, обязательно посмотреть. Конечно, можно и те, которые я перечислила, увидеть, так что, пожалуйста. Музей театрального искусства. Вы начинаете, я так поняла, свою работу завтра с 3 часов. Да. Принимать гостей в рамках... И до 11. До 11. Как художественный музей будет удивлять публику? Так, мы очень удивим. Я, во-первых, хотела несколько слов сказать о предыстории вот этого дня, Международного дня музеев. А связан он с такой организацией, как Международный совет музеев, который был создан в 1946 году. И главной целью этого музея, этого совета как раз была всесторонняя и всемирная поддержка музеев. Тогда в этот совет вошло 115 стран, среди них, конечно, был Советский Союз. И вот по инициативе советской делегации, а именно Ирины Александровны Антоновой, в то время директора музея, вот как раз был и обозначен вот этот праздник, Международный день музеев. Было это в 1977 году, а уже по всему миру стал праздноваться этот день в 1978 году. Вот столько уже лет, 1978 года. Ну, День музеев – это не только мероприятия, выставки, экспозиции, там, конкурсы, мастер-классы, но также этот день – это такой день, когда вспоминают и когда напоминают всем нам о великой миссии музеев. Великой миссии музея, хранительницы культурного достояния. Но несколько лет тому назад еще французские музейщики внесли такое предложение устраивать Ночь музеев, потому что сначала был День музеев, теперь он плавно переходит в Ночь музеев. Это когда посетители могут, начиная с Дня музея, переходить и вот до позднего вечера знакомиться с экспозицией. Ну, к большому сожалению, мы не отмечаем завтра этот день, но к великой радости могу сказать, что у нас в музее проходят ремонтные работы. И я очень надеюсь, что в ноябре, когда мы будем отмечать Ночь искусства, наш музей гостеприимно откроет для всех желающих свои двери. И будет работать и днем. И будет работать и днем, и ночью. И обязательно хочу добавить Конечно, пару слов. пожалуйста. Дело в том, что Алла Акимовна недавно исполнилось... Да. Говорить? Говорить. 80 лет. Я не люблю сравнивать Антонову, но это фигура, наша на которую Алла Акимовна, равняется. но она совершенно равнозначна Не уступает и не ни в уступает чем. ни в коем случае. Я ее что... вспомнила, да? Да, вы ее, к слову, и к случаю вспомнили.
Так что это прекрасный повод сказать о том, что люди такого уровня, как Алла Акимовна, востребованы сейчас. И я, например, Спасибо. очень многому у нее учусь и по сей день. Спасибо. И мы всегда советуемся. И я желаю вам здоровья. И чтобы вы этот музей, вот как принимали, так и до конца провели его. А мы Спасибо присоединяемся большое. к этим пожеланиям. Дай бог, чтобы, как Ирина Антонова, вы еще долго-долго сохраняли энергию и могли Спасибо. работать на благо Всем сохранения желаю музейного здоровья, искусства. всем желаю У здоровья. меня такой вопрос к вам. Одной из основных идей Ночи музеев, Дня музеев в том числе, был открытый доступ к шедеврам мировой культуры, поскольку в этот день все учреждения на совершенно бесплатной основе принимают всех посетителей. Наблюдаете ли вы какой-то всплеск интереса после того, как подобные популярные акции проходят? Конечно. То есть работает ли он в этом смысле? Работает ли мероприятие Конечно, в этом работает смысле? очень много. Прослеживается ли эта тенденция? Да. Люди впервые могут посетить музей бесплатно, потом у них появляется интерес, и они регулярно начинают посещать все наши мероприятия и выставки. У Как нас постоянные, есть так и постоянные временные. уже посетители. Конечно, приходят и новые люди, но постоянный каждый год уже однозначно. То есть, в принципе, это не связано с тем, что посещение проводится бесплатно, а скорее, мне кажется, с тем, что у Ночи музеев очень широкое освещение. Это такая Да, популярная потому что и акция. экспозиции, Поэтому все и учреждения... выставки, и встреча с художниками, и с театральными деятелями. Конечно, общение это очень много Программа значит. заранее появляется в СМИ, поэтому очень легко Да. понять, где можно провести тот или иной Да. досуг. Кто-то случайно даже попадает. Вот. К примеру, я на примере нашего национального музея, гуляя вечером по проспекту, видит какое-то мероприятие и случайно заходит. Становится свидетелем всего этого и потом уже начинает регулярно. То есть интерес появляется у людей, даже, может быть, случайно. Поскольку в этот день посещает музей много молодежи, какую реакцию вы наблюдаете у людей, которые открывают для себя искусство, познают его с помощью вот таких массовых популярных акций? Не знаю. Ну, совершенно позитив, конечно, когда они открывают для себя произведения, потому что вот именно в музее, рядом с подлинником, это совсем другое, чем это репродукция. Совсем другие ощущения. Конечно. Так что это один позитив. Одна из выставок, которую мы организовали вот на эту ночь музеев, называется «Музейная коллекция». И мы собрали там то, что касается, естественно, театра. Есть и старинные костюмы, и пудреницы, и грим, и какие-то вот вещи, которые атрибутика такая. Личная, к которой хочется прикоснуться, да? И она, конечно, очень интересная. Здорово. Спасибо вам большое. К сожалению, у нас очень ограничено время возможности общения с вами в прямом эфире. Я еще раз напоминаю нашим телезрителям, что завтра с 10:00 большинство музейных площадок откроют свои двери для того, чтобы встретить вас и познакомить с теми шедеврами, которые хранятся в этих стенах. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Отличного дня завтра. Так, мы можем вставать. Сейчас небольшая реклама на нашем канале. 2 минуты, и мы возвращаемся в нашу студию. По уже сложившейся доброй традиции мы на время переносимся из нашей студии на территории соседних республик и с любопытством следим за тем, что происходит в жизни наших соседей. Мой коллега Борис Калкутин как раз отвечает за самые интересные сфотки с полей всего Северного Кавказа. Борик, привет, передаю тебе слово, сама внимательно слушаю. Добрый вечер, и для начала у меня вопрос для тебя. Как ты думаешь, что связывает Дагестан и Петра Первого? Отлично. Хочется сформулировать что-то про воинствующий дух, но предположим, что это море. Ты близка к истине. Давай, Петр узнаем. Первый в Дагестане, Ставропольское землетрясение и Урбан-фестиваль в Нальчике. Об этих и других не менее интересных событиях поговорим в нашей новостной подборке. Сегодня в столице Дагестана на площадке военного городка 106-й бригады надводных кораблей краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России был открыт памятник Петру Первому. В торжественной церемонии принял участие глава республики Владимир Васильев.
Дата открытия памятника великому реформатору была выбрана не случайно. Сегодня один из воинских дней славы России, 17 мая 1703 года. Была одержана первая победа молодого русского флота под руководством Петра I над Швецией. Отмечу, что это уже второй памятник Петру I в дагестанской столице. Первый был открыт на проспекте Гамзатова в 2006 году. А теперь перенесемся в Ставропольский край. Там произошло настоящее землетрясение магнитудой 3,9 баллов. К счастью, жертв и разрушений нет. Оперативные группы обследуют здания в районе происшествия, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Пользователи социальных сетей отмечают, что подземные толчки ощущались в районе городов Кавказских минеральных вод. 7 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и 22 рабочие группы администрации проводят проверку состояния зданий и сооружений в районе происшествия. Владикавказ и Майкоп разделяют всего 500 километров. И хотя Адыгея уже часть Южного федерального округа, хочу отметить новость из этой республики. С нового учебного года в Адыгее намерены ввести единый стандарт школьного питания. По поручению главы республики Мурата Кумпилова создана рабочая группа. Также проведен мониторинг охвата питанием обучающихся льготных категорий. Как оказалось, стоимость завтраков и обедов в школах варьируется от 15 до 75 рублей. В связи с тем, встречаются разные меню и льготные категории для детей, которые питаются за родительскую плату. По словам министра образования республики, единый подход поможет сбалансировать ситуацию. Да, это действительно замечательная инициатива, и реализована она будет уже в следующем году. А пока время каникул и отдыха для всех. Поэтому первой эстафету приняла Кабардино-Балкария и провела у себя в столице Урбан-фестиваль, который собрал большое количество артистов. Они осветили альтернативную музыкальную сцену, да, республики. Не знала, что такие есть в соседней республике. Вот такая подборка. Борик, один вопрос. Ты обошел вниманием Карачаево-Черкесию. Это как-то преднамеренно так вышло или слишком спокойное выдалось время там, в последние 7 дней? Наоборот, время было слишком неспокойно, и поэтому не хотелось омрачать эту веселую пятничную обстановку криминальной сфоткой с Карачаево-Черкесии. Новостями. Да, спасибо большое. До встречи. Широкая география, разнообразие сюжетов и громкие имена в титрах. Семейные драмы, подвиги астронавтов, столкновения цивилизаций и многое другое. Публика на Лазурном берегу Франции буквально замерла в ожидании результатов Каннского фестиваля. Признаться честно, мы тоже ломаем голову над тем, кто станет главным триумфатором года. Обсудим некоторые предположения с нашим гостем. Актер, режиссер, продюсер, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алан Догузов. Добрый вечер, нам очень приятно приветствовать вас здесь. Добрый вечер, рад, что пригласили, рад видеть, приятно. Скажите, вы следите за тем, что сейчас проходит на Лазурном берегу? К сожалению, нет. Я слежу только за тем, чтобы один из фильмов, который будет показан у нас здесь, победил в какой-то номинации, чтобы это было погромче. Чтобы получить освещение. Какой это фильм, если не секрет? За кого болеете, за кем следите? Я не очень болею, правда. Мы сейчас здесь занимаемся организацией кинофестиваля как такового. И очень много забот, очень много дел по организационной части. Вроде все идет гладко, хорошо. Как всегда, много беготни, звонков. И, конечно же, мы знаем, кто к нам приедет. Замечательные наши гости, коллеги. Открытие будет 30 мая, закрытие 2 июня. И между этим будут программы, мастер-классы замечательные, круглые столы, показы конкурсной программы фильмов. Здорово. Скажите, подобные мероприятия, крупные фестивали, фестивали меньшего масштаба, это всегда больше про силу сообщества, про творчество, про реакцию искусства на то, что происходит в современном мире? Или все-таки там всегда присутствует такой момент профессиональной конкуренции, наблюдения друг за другом? Очень емкий вопрос. Как бы на него хитро ответить, но это очень сложное дело. И я скажу так, что мы большие молодцы, что мы это делаем. Со всем справиться можно. И как всегда, кинофестиваль он затрагивает остросоциальные темы.
затрагивает актуальные такие течения, как развитие новых трендов в кинобизнесе. Так у нас будет показан фильм в жанре Screen Life. Это то, что только что появилось. Это когда человек Давайте снимает расскажем, кино. да, подробнее. Мы можем смотреть кино, и как в жизни, все действие происходит. Здесь у меня WhatsApp, здесь у меня Instagram, здесь я пытаюсь сделать что-то на Фейсбуке и напечатать что-то по почте, отправить. Вокруг всего этого выстраивается какая-то определенная история, кто-то звонит по скайпу. И очень сложно выстроить целое кино. Вот у нас есть 3 фильма, таких даже прислали в международную программу нашу, но мы выбрали нашу российскую картину короткометражную, очень хорошая, так что ее можно посмотреть, и кинорежиссер даст мастер-класс, как с этим работать. То есть, я правильно понимаю, это такое шоу с интерактивным включением разных технологий, которыми сегодня... Этот кинофестиваль предполагает развитие кино как такового, и мы не должны делать фокус только на остросоциальных, проблемных каких-то обстоятельствах жизни людей. Мы должны делать кино такое, которое говорит, давайте покажем, что мы тоже умеем делать в России технологичные фильмы. Пусть это будет сделано молодыми кинорежиссерами. У нас, например, в программе будут 4 картины. Одна картина в этом году участвует в Каннах в одной из программ, короткометражная. Дебютная работа, кстати, кинорежиссера. 2 у нас работы уже прошлые участники, прошлогодняя, и 1 работа тоже прошлогодняя, но это анимационный фильм, сегодня мы обсуждали. Вы имеете в виду в прошлогодней программы Каннского фестиваля, они были предусмотрены? Да. И 1 у нас анимационный фильм «Пластилиновые», Тарантино, Брэд Питт, Ума Турман и несколько человек, они как мы с вами, вот правда, как восковые фигуры, сделанные моим другом Егором Харламовым, актером театра Меньшикова. Он стал участником конкурсной программы в Каннах. И даже есть такой резонансный вопрос у нас. Если вдруг приз за лучшую мужскую роль получит пластилиновый дядька. Что вы будете делать? Но он очень хорошо выполнен и хорошо играет. Если зрители настолько поверят в то, что будет происходить на экране, где можно будет отсмотреть всю эту программу, познакомиться с этими конкурсными работами? Простому зрителю? Простому зрителю. Каждый зритель сможет посмотреть конкурсную программу. Каждый зритель, независимо от возраста, сможет посмотреть мастер-классы. Мастер-классы будут замечательно интересные. На экране будет показан фильм, и режиссер или автор фильма расскажет, как он его делал, как становился его первым дебютом этот фильм. И многие люди, которые мечтают снять свое короткометражное кино, первое, они просто поймут, как профессионально это сделать. Выстраивать реально этот процесс. Да, кладезь науки целой кинематографической буквально за 4 дня. Это очень интересно, это очень круто. И мне кажется, моя бабушка была бы рада посетить. Давайте озвучим, на какой площадке пройдет эта практическая часть, где будут проходить кинопоказы. Практическая часть. Мы выбрали для мастер-классов в Национальную научную библиотеку Покутцоева. В скором времени мы озвучим программу мастер-классов, точнее она уже составлена. Например, начинаться будет 31-1 числа, все в 10 часов утра. По 1,5 часа каждый мастер-класс. А просмотры фильмов, короткометражной программы, конкурсные у нас будут с 15:30 в одном из кинозалов города профессиональных. Мы об этом скажем еще ближе к кинофестивалю. Попасть может каждая программа насыщенная, интересная. Мы не занимаемся рекламой, мы занимаемся популяризацией. На программу можно будет попасть абсолютно бесплатно. Правда, не потому, что она скучная, а потому, что это подарок от главы республики, подарок от создателей кинофестиваля, от правительства, от администрации города для развития, популяризации кинематографа не только в Осетии, но и на всем Северном Кавказе. Мы думаем, что это будет яркая платформа такая для начала развития крупных отношений, так как у нас сейчас поддержка есть крупной дистрибьюторской компании, которая будет развиваться вместе с нами, помогать нам развиваться. У нас начинается новая КТР, я надеюсь, на это волнуюсь. И новая интересная киножизнь. Скажите, вот, например, программный директор Каннского фестиваля, он говорит о том, что на той площадке они собирают фильмы, которые авторские, артхаусные, но они способны завладеть вниманием массового, большого количества людей. Что вы можете сказать о ваших картинах? Вот это технологичное кино, которое необычным нам кажется пока что по вашему описанию. Оно способно завладеть сознанием массового зрителя? Конечно. У нас же такая программа, которая рассказывает о внутреннем мире, отношении к обществу глазами молодых авторов. То есть они все такие замечательные, такие сильные. Я сам... я еще как кинорежиссер-младенец, получаюсь, да?
как актер я уже среднего возраста такого. Но как кинорежиссер я понимаю просто, независимо от пройденного пути, каких-то своих, да, там, достижений небольших. И я понимаю, что вот эти ребята, они дают что-то новое. Они мастера по-своему, у них какой-то новый тренд, новое видение, они как-то ногу со временем. И по-своему видят остросоциальные проблемы и видят новое течение в мировом кинематографе. Те, которые говорят о завтрашнем дне, о прогрессе. Ты более дальновидный. Да, у меня такое ощущение, что я для себя создал эту программу, чтобы обучиться здесь бесплатно. Научиться и увидеть всех этих молодых. Конечно, уже со всеми разговаривали. Хочется отметить Бориса Акопова. У него замечательный фильм, отмеченный Кшиштоф Самозанусси. Он у нас будет участвовать. И новый его полнометражный дебют будет участником Кинотавра. Кинотавр пройдет через неделю позже нас. Поэтому у нас будет замечательная картина, правда. И интересная программа. Спасибо вам большое. Время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Мы желаем, чтобы мероприятие получилось красивым, очень содержательным. Вы не рекламируетесь, но мы надеемся, что у вас получится собрать большую, широкую, разнообразную Надеюсь, вы аудиторию. еще будете нас поддерживать Обязательно. своими эфирами. Только под вас подстроился, и время закончилось. Спасибо вам большое, Алан. Спасибо. До новых встреч у нас в эфире. Настоящие кинобаталии происходят сейчас не только в Каннах, но и на площадках социальных сетей. Одна из самых горячих тем – завершение легендарного сериала «Игра престолов». Однако не только «Железному трону» посвящены километры ленты из фотографий и новостей. Наш корреспондент Тинатин Музашвили сейчас расскажет, что обсуждают в виртуальном пространстве. Пожалуй, самой обсуждаемой темой на страницах мировой паутины стала очередная серия нашумевшего телесериала «Игра престолов». Мифическая сага о борьбе за трон уже давно захватила сердца миллионов. В интернете идут жаркие баталии между восхищенными телезрителями и теми, кого пятый эпизод разочаровал. Последние, в свою очередь, требуют переснять весь сезон. На данный момент петицию с таким призывом подписали более 280 тысяч человек. И пока по всему миру с замиранием ждут завершающую серию, в Украине разгорается своя большая игра за престол. Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая, а между тем еще один представитель украинского шоу-бизнеса решил податься в политику. Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы вместе со своей новой партией «Голос». Впрочем, с «Голосом», только уже с российским, связана еще одна новость. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала телешоу «Голос дети». Компания Группа IB выявила накрутку голосов в пользу победительницы конкурса Микелы Абрамовой, дочери певицы Алсу. Проверка всей процедуры завершится до конца месяца, а победители определят заново в эфире Первого канала. В центре внимания еще один конкурс песни «Евровидение». Российский певец Сергей Лазарев прошел финал, и 18 мая он появится на основной сцене конкурса под номером 5. Напомним, что представителям нашей страны в последние 3 года не удавалось попасть в состав финалистов Евровидения. Пользователи высоко оценивают шансы и болеют за артиста. Ждем финал. Лазарев, мы ждем твоей победы. Поздравляю с выходом в финал. Еще бы, с таким выступлением. Если бы не прошли, я бы вообще перестала смотреть Евровидение. Фееричное дефиле на Лазурном берегу. На открытии 72-го Каннского фестиваля по красной дорожке прошлись Джулиана Мур, Хавьер Бардем, Шарлотта Гинзбург, Ева Лонгория, Селена Гомес, Тильда Суинтон и другие знаменитости. Кинодивы продемонстрировали роскошные наряды. Тинатин Музашвили, Сослан Комаев, телекомпания «Осетия». Многодневный ручной труд, своя история и почерк в каждом из элементов. Известный мастер-модельер Изольда Гагичаева представила новую коллекцию национальных костюмов на фестивале «Русская весна» на озере Гарда, который завершился в Италии. Мы пригласили к нам в студию авторов, людей, чьими руками создавалось это собрание народных шедевров. У нас в гостях художник по костюмам Алена Кулаева и мастер Алана Козаева. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. С возвращением вас
Спасибо. Домой. Расскажите, сама Изольда Григорьевна, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать с нами в эфире. Не первый раз мир видит ваши прекрасные творения, не первый раз он восторженно на них реагирует. Как вас встречали на фестивале «Русская весна»? Ну, встречали, как всегда, замечательно. Мы в Италии именно всю эту программу готовит Центр международных кинофестивалей, Центр кинофестивалей международных программ с Москвы, то есть при поддержке Министерства культуры. Вот, и они во многих городах Италии, то есть у них своя, в каждом городе какая-то особенная программа бывает, там или русские вечера, или вот как «Русская весна» была на озере Гарда. И всегда замечательно встречать. Итальянцы вообще такой народ. Радушный, радушный, да. То есть всегда приятные встречи бывают и знакомства с новыми людьми. Чем эта коллекция отличается от предыдущих? Чем вы удивили, быть может, публику? Какие-то новые элементы, новые изделия, новые костюмы? Ну, костюм, да, мы дополнили, то есть коллекцию, новые костюмы. Если в тех прошлых костюмах, может быть, была небольшая стилизация, то здесь мы как постарались воплотить, ну, то есть по максимуму приблизиться, наверное, да, по максимуму к этнографическим, к историческим костюмам. То есть они были созданы и по музейным костюмам, там да, копии, можно сказать, что копии, просто, может, немножко в цветовой гамме, то есть в тканях немножко изменились. А так и орнамент, то есть сохранен, ну, золотное шитье, соответственно, использовалось. Все ручной работы, то есть галуны, тесьма, все на костюмах ручной работы. Если у нас появится, зрители увидят некоторые из костюмов, которые вы представляли в Италии. Если можете, прокомментируйте, потому что мы знаем, что все от цвета ткани до самых мелких деталей носит какую-то информацию, сопряжено со смыслом. Ну да, и, кстати, заказывались непосредственно коллекции ювелирные изделия, то есть застежки, пояса. Все это тоже должно соответствовать тому времени. Как это у вас получается? То есть это просто эксклюзивный заказ или вы тоже с этнографами, это какая-то исследовательская работа? Естественно, мы материал просматриваем, то есть у нас и литература есть, естественно, и с историками общаемся. То есть это все вот повторение вот можно увидеть. Ну, где-то стилизованный, конечно. Вот сейчас, например, на экране это стилизованный такой костюм, да, то есть он выполнен канителью. Что это значит? Ну, это металлическая для непрофильной публики. Это тоже элемент золотного шитья вообще, канитель, вышивка канителью. Да, вот как-то первый раз решили попробовать. Получилось очень красиво, на мой взгляд. Я знаю, что Алана демонстрировала один из нарядов в Италии в качестве модели. Да. Какое было платье, какие были ощущения, потому что когда надеваешь на себя костюм с историей, мне кажется, ты превращаешься сама ощущения вообще не знаю. В часть даже не могу описать. Когда надеваешь костюм, все так смотрели, фоткались с нами. Они нам, знаете, как говорили: ой, а можно потрогать, ну, приблизиться? Я говорю, конечно, они с нами фоткались. Ну, они были в восторге, итальянцы вообще. Я понимаю, что внешнее великолепие, конечно, вызывает восторг. Но интересуются ли они историей происхождения таких костюмов, таких национальных нарядов? Ну, вообще, вот чем примечательны вообще эти фестивали, вот то, что проводит этот Центр кинофестивалей международных программ, он знакомит вообще, то есть и Италию, и Францию, где они работают, с разнообразием российской культуры. То есть они же думают, что у нас какое-то ограниченное представление о нас. Матрешки, медведи. Да, да. Они очень много приглашают ансамблей, то есть со всего Северного Кавказа. Художники, вот нас приглашают уже несколько раз. То есть и, честно говоря, они удивлены, что надо же у вас и вообще такие... Они же не знают, что у нас много национальностей, то есть и культура очень разнообразная. И их это, конечно, очень удивляет. Да, они даже вот после показа ходили и девочкам говорили: ой, мне понравился твой головной убор. То есть замечали все нюансы, всякие мелочи. То есть им это интересно было. Косынки разглядывали. Ой, это ручная работа, это сплетено вручную. То есть все потрогать им хотелось.
Да. Бывают среди этой публики люди, которые хотят в какие-то свои коллекции домашние приобретать такие наряды, или, может быть, которые пытались бы вас попросить повторить какие-то изделия, или включить какие-то элементы в... Ну, не знаю, наверное, может быть, да. Это скорее больше был бы вопрос к Изольде, потому что она вы не наблюдаете. Да, все-таки она больше общалась как бы с представителями. На уровне ощущений еще хочу вас спросить, как вы воспринимаете, как вам кажется, внешняя публика воспринимает национальные наряды? То есть это либо к костюму можно отнестись как к некой вещи, пусть даже очень красиво, богато исполненной, которая просто помогает соблюсти, создать некий образ. А можно отнестись именно как к части, очень важной части истории и культуры народа. Ну, я думаю, они всегда с интересом относятся к именно культуре других народов, потому что они сами сохраняют. Ну, я как бы немножко жила в Европе, и то есть у них национальные костюмы и вообще все, что связано с этим, они очень... То есть они тоже это все берегут и на праздниках везде, то есть выступают в своих костюмах. То есть вот хотелось бы у нас тоже такое какое-то вести массовое одевание костюма на праздниках, именно не только чтобы какие-то коллективы выходили, а вот чтобы люди поучаствовали. Еще какое-то понимание. Ну да. Это, конечно, это надо доносить, конечно, до людей. В этом собрании присутствуют не только осетинские народные костюмы. Вы всегда собираете коллекцию из костюмов народов Кавказа. Как вы работаете с восстановлением вот этого старого одеяния других республик? Истории других республик? Также мы смотрим материалы, то есть литературу, и приобретаем старинные ювелирные изделия. Вот, например, к дагестанским костюмам у нас были старинные украшения приобретены, косынки, то есть там даже начало века, царские монеты были. Все это сотрудничеством при участии самой республики, да? Ну, Изольда сама находит, честно говоря, многих таких людей, то есть общается и приобретаем. Да, настоящий, то есть не то, что там... И, конечно, сейчас поработали современные ювелиры с изделиями, а так у нас есть и старинные, конечно, непосредственно. Как много у вас такой молодежи, которая сегодня приобщается к созданию национальных вот таких шедевров? Ну да, вот у нас девочки недавно пришли работать, сколько уже? Год назад. Да, где-то год назад. Вот как-то сразу... Мы их приняли с душой, с теплом, как-то вот влились они вот в коллектив наш, как будто они давно работали. Ну, не знаю, вот свои ощущения, может, рассказать, как Алане непосредственно. Чувствуете, что в том, что вы делаете, есть какая-то очень важная миссия? Или это для вас все-таки больше такой ежедневный, рутинный труд? Нет, вообще. Ну, когда мы пришли, так сказать, я думала, будет трудно, как-то все взрослые, а мы, 18 опытные. лет. Да, опытные. Думала, выгонят нас, наверное, что-то натворим. Бывали, конечно, случаи, что когда-то что-то не так делали, но нам помогают всегда, учат нас всему нас научили. Спасибо им, конечно, большое. В этом смысле, да, у нас коллектив, да. То есть всегда объяснят, помогут. А сколько человек занято в создании одного подобного шедевра? Ой, сейчас посчитаем. Художник, закройщик. Если там есть машинная вышивка, то вышивальщица, то есть аппликация вышивает на машинке. Мастер по пошиву. Если расшивается костюм, то есть фурнитура, там бусины и прочее, то есть еще человек работает. То есть прям до 10 человек могут иногда расшивают работать. Костюм, если это свадебный костюм, то там очень такая тоже кропотливая работа, и над ним тоже трудятся. Иногда по двое, по трое его только расшивают, этот костюм, потому что бывает время ограничено, а работы очень много. Скажите, это не первая коллекция, и уж точно не последняя, мы вам обязательно этого желаем. Не было ли идеи, понятно, что этот вопрос прежде всего к Изольде Григорьевне, но вы наверняка обсуждали, создать такое музейное или полумузейное пространство, где все, что исходит из-под ваших рук, выходит в свет, бы сохранялось, куда можно было бы прийти в любой момент, жителям, гостям республики, все это посмотреть, прикоснуться. Было бы хорошо. Честно говоря, я Изольде Григорьевне давно говорю на эту тему, что не мешало бы уже, но благо у нас помещение позволяет, и можно сделать отдельную такую большую комнату, потому что к нам очень часто приходят
гости приезжают, приводят, то есть из... Да, и очень часто эта тема вообще вызывает интерес. То есть за границу приезжают, из России очень много людей приходят, то есть просто звонят, можно к вам забежать, вот люди пришли, покажем что-нибудь, костюмы ваши. И вот очень часто ходят. Я говорю, я там уже экскурсоводом скоро начну работать. Так что не мешало бы, конечно, очень бы хотелось, чтобы эти костюмы, да. Наши, мы присоединяемся к этим пожеланиям и транслируем тоже из Ольги Григорьевны, что было бы прекрасно создать такое музейное пространство. Скажите, как раз у меня еще такой вопрос, он вытекает из предыдущего. В массовом сознании ваше ателье, вашу мастерскую воспринимают прежде всего как создателей свадебных платьев, которые так массово, тиражированно достаточно воспроизводят именно свадебный наряд. Вот никак вас это не то, что не обижает, но вы уже перешли в создание подобных костюмов. Это какой-то совершенно другой уровень, мне кажется. Или нет разницы между работой над платьем невесты? Ну, мы-то вообще работаем с танцевальными коллективами. То есть основная наша работа — это массовый пошив. То есть мы обшиваем, да, все ансамбли, республики. То есть, ну, честно сказать, если раньше было, конечно, намного больше работы, сейчас тоже не жалуемся, слава богу, есть, да, но раньше, то есть даже на годы вперед, то есть... Было расписано. Да, и возможность была у коллективов заказывать. Сейчас, конечно, с этим, наверное, посложнее, спонсоров приходится искать, вот. Но, как бы, работы хватает, и, естественно, свадебные костюмы тоже занимают большую часть, то есть, времени. Потому что у нас сезон свадеб лето-осень, то есть считайте, что полгода у нас уходит... Вы работаете именно над этим. Именно над этим, да. Ну, часто приходится совмещать, конечно. Если бывает еще и одновременно заказ такой массовый, да, то днюем и ночуем. Здорово. Спасибо вам большое, что посетили нас сегодня, поделились своими впечатлениями о последней, крайней вашей поездке. Мы желаем вам успеха, вдохновения. Дай Бог, чтобы ваше дело росло, и когда-нибудь мы наблюдали и музейное пространство, гостями которого мы с удовольствием все станем. Наш вечер подходит к концу. Впереди еще красивое, настоящее музыкальное украшение нашего вечера. Арнелла Маргоева. Я с вами прощаюсь. Желаю вам ярких, теплых выходных. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me, baby, wanna catch on fire. It's burning in my soul, the California gold. We found a light of me that I couldn't find. So when I want you down, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sound goes down and the band will play, I'm always remember us this way. Lovers in the night, but I tried you right. We don't know how to rhyme, but now we try. The all I really know, the one I wanna go, the part of me that you will never die. So when I want you down, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sound goes down and the band will play, I'm always remember us this way. Oh yeah. All I wanna be just a little bit, baby. Ooh, 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 ooh.
When you look at me, at my heart won't fade. I'm always remember us this way.